Не просто выучить осетинский язык, но и сделать все, чтобы как можно больше людей знали его и могли на нем говорить. Школьник из Владимирской области увлекся изучением языка совсем недавно, однако уже добился внушительного прогресса. Что привлекло его в осетинской культуре, Максим рассказал в интервью нашему телеканалу. Добрый день, Максим. Меня зовут Зоя. Расскажи нам немножко о себе, пожалуйста. Меня зовут Кожевников Максим, мне 15 лет, я родом из Москвы. Сейчас проживаю во Владимирской области. Максим, расскажи нам, пожалуйста, как тебе пришла идея выучить осетинский язык? У меня есть отчим, это мамин друг. И если он знает, то я должен разговаривать. Как бы в семье мы разговариваем. А замотивировал меня его брат. Он к нам приезжал, он сам живет на Чукотке. И вот он к нам приехал, и вот первый раз, когда я с ним познакомился, вот именно он меня замотивировал учить осетинский язык. По каким источникам ты его учил и помогал ли тебе кто-нибудь? Первый мой учитель — это я нашел в Инстаграме такой канал, как Дигори Феш. Он раньше назывался Дигорон Русак Дзюрдуат. Ее зовут Залина. Она мне помогала это все, переводила, объясняла, как читается. Ну, читать я сразу научился, вот переводить, как, что. Вот это все она меня научила. Мне кажется, если бы не она, я бы так не разговаривал. Вот отчим, он мне тоже помогал. Он вообще помогает мне практику, то есть я с ним только разговариваю. У меня был в телефоне переводчик свой, я его сам сделал, то есть я записывал туда слова на дигорском сверху и на русском перевод. Потом я познакомился, вы, наверное, знаете, такой школой, как Nativa School. Это школа осетинского языка. И вот там, это совершенно бесплатно, они мне кинули книгу, за что им большое спасибо, по дигорскому диалекту Дзорн Дигорна от Амирлана Камбулова. И вот постепенно переходил к сложному. Сейчас я эту книгу выучил наизусть. 2 года, и я уже полноценно могу разговаривать. Расскажи нам немножко поподробнее про свой YouTube-канал, на что именно ты делаешь акцент в своих видео и насколько это востребовано. Идея эта ко мне пришла, потому что я учился же сам, и никаких материалов в интернете в основном нет. Там есть некоторые вот слова, то есть, а вот именно грамматику не каждый может понять. Я стараюсь вот объяснять людям так, как я это понял сам. Иногда я могу записать просто такое видео, например, чтобы люди сами уже, я с ними разговариваю, что-то скажу, и чтобы люди отвечали в комментариях мне по-дигорски, и чтобы я проверил, правильно ли это или нет. Какое первое слово ты выучил на дигорском? На дигорском первое слово я выучил «цаун» — «идти». Ну, а потом уже по книге «Дабунхуарс», «Лезерхуарс» и так далее. Скажи, пожалуйста, что именно тебя привлекает в осетинской культуре? В осетинской культуре все всегда относятся к старшим с большим уважением. Меня мой отчим научил, как правильно что делать. То есть как за столом надо себя вести, как нужно вести себя со старшими. Это все обычаи, и до сих пор, по сей день, я что-то узнаю. Но в эти обычаи я стараюсь соблюдать. Максим, был ли ты в Осетии? Если нет, планируешь ли ты посетить нашу республику? Нет, в Осетии я никогда не был, но это моя мечта в Осетию побывать. Это я очень хочу приехать. Я в скором времени, этим летом, вот когда будет лето, я должен поехать. Как вот, если уже и язык, и обычаи, надо обязательно съездить. Есть ли у тебя любимое слово в дигорском языке? Любимое слово — это, наверное, амбал, друг. Максим, спасибо тебе большое за то, что уделил нам время. И я прощаюсь с тобой. До свидания. До свидания.